Всем доброго дня! Это Смарт-библиотека и рубрика «Встречаемся с Смарт». Сегодняшним нашим гостем будет певец, исполнитель, студент музыкального колледжа Дмитрий Потапов. Привет, Дима, как дела? Все отлично, все идет по плану. Немножко раскрою секрет. Готовлю свой цифровой альбом, который не знаю, когда он выйдет. Хорошо, сейчас, об этом мы поговорим. Расскажи, пожалуйста, как вообще сейчас у тебя дела, как карантин, вообще как проходит твое лето? Из-за того, что карантин, лето особо не заметно, как бы. Незаметно. Просто все там закрыто. За это лето я не купался, если честно. Вот. Ну, надеюсь, до сентября еще далеко. Да, надеемся, что карантин наконец-таки закончится. И мы обязательно должны с тобой прогуляться, да? Да. Окей. Как дела у тебя в колледже? Я закончил второй курс в музыкальный колледж. Перешел на третий. Учусь в отделении эстрадно-джазовой. У меня голос хороший, да, допустим. Но я не знаю грамоту, получается. Я туда пришел, чтобы узнать азы грамотной музыки. А также для меня там все доступно, как бы раньше ничего там не было, пандуса не было. То есть сейчас уже есть условия? Условия, да, Отлично. есть. Хорошо. А как ты вообще справляешься со своей творческой деятельностью, с учебой, а также ты успеваешь еще с друзьями видеться? Как ты вообще все это совмещаешь? По времени все не расписываю, то что в голове все это как-то держу. То в это время учусь, в это время я должен сделать какое-то дело свое любимое. Ну, это получается музыка. Сейчас я немножко, пишу песни, стараюсь. Я не говорю то, что я вот жестко круто стал писать песни. Нет, я только начинаю, и все это только впереди. Хорошо. А когда ты начал писать песни? Потому что мы тебя знаем как исполнителя, ты поешь уже с детства, получается, да? А песни когда ты начал писать? Песни с 2018 года. Откуда ты берешь свое вдохновение? От своих друзей, от родных и вообще, допустим, у меня такие бывают резкие моменты. Беру гитару и подбираю мелодию потом. В последнее время я тексты не очень стал писать, а вот мелодию, немножко есть такое. Ты играешь на гитаре, да? Да. На чем немножко. И сейчас на фортепиано. Хорошо. Ты у нас, получается, очень разносторонний человек. И на гитаре играешь, и на фортепиано, и песни свои пишешь, да? Еще чем еще занимаешься? Я хочу когда-нибудь снять фильм социальный, полнометражный, художественный. Вот. У меня уже в голове есть концепция этого фильма, но когда-нибудь я это сделаю. Я знаю, что ты любишь читать книги психологической тематикой. Да. Психологической, о бизнесе, о успешных людях, получается. В детстве я очень любил читать комиксы, есть же Микки Маус. Это в детстве, получается. Микки Маус, Марвел. А какую книгу бы ты посоветовал нашим читателям? Вот мы сейчас находимся в библиотеке, тут полно очень хороших книг. Вот, лично твоя, какая самая такая любимая? Я бы посоветовал прочитать мотивационные книги. Мотивационные. Да. Прочитайте какие-нибудь интересные художественные психологические книги, в которых вы найдете частичку себя. Вот. Какая у тебя любимая книга? Любимая книга
Я особо, допустим, «Куриный бульон» там. Да, это очень хорошая книга про психологию, получается, да? Да. А что насчет литературы в твоем учебном заведении? Какие книги вы изучаете? Может быть, наверное, это книги про музыку, да, в основном? Да. В колледже у нас всякие музыкальные пособия, там, Пособия. ноты, которые я утром выезжаю на учебу и сижу за фортепиано, там, разбираю, типа мажор, минор, обращения какие-то. Это очень сложно, но для меня это очень интересно. Да, конечно. Так, говоря о музыке, давай сейчас перейдем плавно к теме твоего альбома. Сколько песен ты готовишь в своем альбоме? Это твой первый альбом или второй? Ну, получается, первый альбом у меня был в 2012 году, а сейчас, получается, у меня второй альбом. И там я планирую где-то, ну, минимум 7-8, максимум, если жестко, максимум 15 там, или 12. Смотря насколько быстро ко мне придет вдохновение. А также в этом альбоме, конечно, помогаешь ты, Егор и мои друзья помогают. Музыкант, аранжировщики. Как долго нам ждать твой альбом, когда он выйдет? Ой, так сразу, только когда я закончу, так сразу сообщу. Хорошо, отлично. Вот. А так в основном какие там песни будут? Кантри, R&B, соул, джаз. Это очень классно. И готовлю сейчас, не знаю, когда эта песня выйдет, но текст мы должны написать. Она более такая позитивная песня. А клип ты собираешься снимать к своему альбому? Может быть, какой-нибудь песни? Да, конечно, если все это дело я закончу, я сделаю видео предисловие для своего альбома. Хорошо. Вообще, расскажи теперь про себя. Как ты вообще, о чем сейчас думаешь, что делаешь? Я не знаю, что я буду делать. Ну, конечно, дома сижу, во-первых, потому что ради своих близких стараюсь. Потому что я с бабушкой живу, боюсь. А так, если бы не пандемия, туда-сюда бы ездил, ходил, делал, Но творил. несмотря на это, мы должны быть позитивными, да? Да. Сейчас очень хорошее время, мне кажется, писать песни, Да. смотреть фильмы, читать книги. Вот. А так, на самом деле, впервые для меня это лето очень интересно. Хорошо, ну давай не будем о плохом. Да. Окей. А так, пишешь ли ты стихи? Ты же человек лиричный, такой романтичный, романтичная натура. Пишу, но не так уж сильно и фанатично. Редко. Скоро, ну все равно, скоро пандемия закончится, и будет возможность устраивать концерты, да? Да. Собираешься ли ты устроить концерт когда-нибудь в будущем? И расскажи про свой последний концерт 1+1. Последний. Ну, как? Это не последний концерт. В сентябре прошлого года вместе с моим очень хорошим другом, с Егором Ефимовым, сделали наш совместный акустический концерт. Она называется 1+1. Мы ее сделали в Дикой утке. Это наш маленький концерт. И когда у меня есть в планах то, что когда это все закончится, сделать большой сольный концерт. Большой сольный концерт.
Хорошо, мы тогда ждем твой альбом, твой концерт. С кем бы ты хотел записать коллаборацию? С Мишей Кычкиным бы записал, с тобой бы записал, с Кокитокой что-нибудь такое. Да, это была бы очень хорошая У интеграция. Кокитоки вообще своя личная особенная изюминка. Вот. Так, теперь очень такой сложный вопрос. Как ты думаешь, что самое главное в жизни? Главное в жизни это любовь, вот, вера в себя и это музыка. Да, конечно. Если, допустим, если бы не музыка, я бы, не знаю, кем бы был. Не было бы друзей, не знаю. Из-за музыки у меня очень много хороших друзей, которые мы друг другу помогаем всегда. Вот. И вот и все. А что у тебя в личной жизни? В личной жизни. Да, я верю в любовь, но я стараюсь пока что жить для себя, для своих родных. Спасибо тебе, Дима, за такое хорошее интервью. Тебе Ты у нас спасибо. уже во второй раз гостишь, и Не мы только рады тебя второй. всегда видеть, и желаем тебе творческих успехов. Спасибо. И на этом наше интервью с Димом Потаповым завершается. До скорых встреч!